Еще раз здравствуйте, уважаемые подписчики, с вами снова Михаил, и мы продолжаем уже в брежневское время. То есть, получается, Брежнев пришел к власти через избрание и на фоне, получается, снижающегося доверия к Хрущеву. Вот, получается, таким образом уже власть в Советском Союзе меняется, и во главу государства уже становится Брежнев. И вот, получается, в брежневское время происходит достаточно много изменений по сравнению с хрущевским временем. То есть, получается, именно в брежневское время практически устанавливаются очень такие, скажем, хорошие условия для существования большинства граждан. И, в общем, получается, таким образом, из-за таких больших трат на социальные такие, скажем, элементы, именно брежневское время называют эпохой застоя. И почему же застой? Потому что вообще темпы развития советской экономики, они стояли на месте, а то и вовсе снижались именно в брежневское время. И вот, получается, именно в таких условиях тогда советский народ проживал свою жизнь. И вот, получается, именно в это время происходит очень важных с социологической точки зрения таких, скажем, изменений. В общем, получается, именно в это время, конечно, уровень жизни обычного советского гражданина подрастает, но вместе с тем же снижается уровень такой, скажем, можно сказать, идеологически, что ли, составляющей советского гражданина обычного. То есть, имея такие блага, большие блага, скажем, для жизни, по сравнению со всеми периодами развития Советского Союза, которые были ранее. То есть, получается, несмотря на это, в Советском Союзе возникают очень такие нехорошие элементы. То есть, получается, практически именно в брежневскую эпоху возникает такое явление, как расслоение населения практически на два уровня. Практически те партийные деятели, которые имели власть, они уже относились практически к другой касте людей. То есть для них открывались специальные рестораны, специальные магазины. И, в общем, получается, это было, конечно же, не очень хорошей вещью. Но, получается, вместе с тем же в Советском Союзе происходят и хорошие такие явления, то есть практически возникает такой большой студенческий бум, то есть становится больше людей, которые желали бы получить высшее образование. И, в общем, получается, ну, конечно же, в это время советским гражданам было, ну, скажем, неплохо жить. Но, получается, вместе с тем во внешнеполитической арене, которая происходила тогда, происходят очень такие тоже громкие события. И, конечно же, одним из самых таких больших громких событий является победа социализма в Вьетнаме. То есть, наверное, вы все слышали про войну во Вьетнаме, про вступление американских войск в этот конфликт. И, в общем, получается, в победе социализма во Вьетнаме, конечно же, приложил руку и Советский Союз. То есть практически советские зенитчики обучали северо-вьетнамских солдат обращаться с этой новой техникой. И, в общем, получается, с советской помощью практически вьетнамцы сумели отстоять небо над своей частью своего государства. Но, получается, таким образом, сохранив свой промышленный потенциал, они смогли донести эту победу до конца, до победы над Южным Вьетнамом и до изгнания американцев. Ну и, конечно, вместе с тем очень сильно продолжают портиться отношения с Китаем. То есть именно в это время происходит тот самый знаменитый пограничный конфликт на острове Даманском. То есть когда спорный такой остров находился на границе между Советским Союзом и Китаем. И вот, получается, обе стороны принимали остров Даманский как часть своей территории. И, в общем, получается, 40-тысячная группировка китайцев в этот остров проникает, и советская пограничная застава подвергается нападению. И вот, получается, советские пограничники были оттуда отбиты, но позже, получается, советские войска тогда нанесли удар практически новейшим в те времена оружием, которое известно и поныне установкой «Град». И, в общем, получается, китайцев удалось оттуда отогнать. И, получается, вместе с этим происходит очень, скажем, тоже не менее известные события, как Афганская война. То есть, получается, Афганская война являлась такой своего рода авантюрой для советского руководства. И, в общем, получается, Афганская война начиналась так, что, получается, на территории Афганистана всегда была очень сложная такая политическая и вообще сложная этническая обстановка. И, в общем, получается, в этой этнической обстановке в Афганистане уже долгие годы шла гражданская война. Гражданская война против исламистов, против, скажем, таких более просоветских таких организаций. И, в общем, получается, афганская война начинается с того, что советские спецназовцы штурмуют дворец тогдашнего афганского президента Хафизуллы Амина. И, в общем, получается, в результате этого штурма Хафизулла Амин был убит. И, получается, вместо Хафизуллы Амина советское руководство ставит своего человека, и этим своим человеком становится
афганский лидер под именем Бабарак Кармаль. И, в общем, получается, Бабарак Кармаль официально просит советское руководство ввести войска на территорию Афганистана, и таким образом начинается афганская война. Война советских военнослужащих против тогдашних террористов, скажем, маджахедов. Ну, получается, вместе с этим вообще на фоне всеобщего застоя, который происходил на территории Советского Союза, возникают такие очень большие активные политические движения, и, конечно же, эти политические движения до сих пор известны под названием движения диссидентов. То есть, получается, диссидентство и прочее. То есть, получается, практически диссиденты можно характеризовать как критиков и, можно даже сказать, противников советской власти. Именно в это время происходят такие очень большие судебные дела. То есть, получается, диссидентов начинают очень активно преследовать, и, получается, таким образом внутренняя политика Советского Союза и выделяется. То есть, получается, именно в эти времена еще осуществляются, ну, можно сказать, достаточно многочисленные по тем временам террористические акты на территории Советского Союза. То есть, практически многие граждане Советского Союза тогда угоняли самолеты, чтобы суметь улететь в другие страны. Именно в это время также был похищен, то есть угнан новейший советский самолет МиГ-31, и, получается, советский летчик, который с ним сбежал, сумел сесть на территории Японии. В общем, получается, таким образом, вообще внутренняя составляющая советских граждан, идеологическая составляющая советских граждан начинала, скажем, ослабевать. То есть, получается, уже меньше люди начинали верить в победу коммунизма, то есть, получается, с этим было еще связано установление новой конституции, и, получается, согласно новой конституции 1973 года было сказано то, что, получается, вместо обещанной победы коммунизма они получают, советские граждане получают эпоху развитого социализма. И это, конечно же, определенным образом сказывалось на доверии граждан к своей власти. В общем, получается, таким образом и происходит Брежневская эпоха. Ну вот, получается, к концу уже Брежневской эпохи уже происходят такие дальнейшие такие, скажем, конфликты на территории внешней вообще внешней арены. И, в общем, получается, таким образом к концу Брежневской эпохи уже социалистическая идеология стоит на грани своего, скажем, на пике, скажем, своего спада. Ну и, в общем, получается, после смерти Брежнева к власти приходит Андропов. И, получается, Андропов уже был глубоко больным стариком и еще к тому же больным раком. И вот, получается, Андропов спустя некоторое время погибает, и после смерти Андропова к власти приходит Черненко, и Черненко тоже был довольно старым человеком, и, конечно, Черненко тоже в скором времени тоже, скажем, умирает от старости. И таким образом к власти приходит Горбачев. Горбачев тогда расценивался как уже более молодой лидер, несмотря на свой 55-летний возраст во время вступления к власти. Он считался очень молодым и энергичным политиком. И, в общем, получается, после прихода к власти Горбачева он начинает очень большие подвижки вообще внутренней политики своего государства. То есть практически объявляется начало политики перестройки, то есть практически полного перестраивания внутренней политики Советского Союза. Ну и, конечно, объявляется политика гласности, которая подразумевала собой большее раскрытие внутренних проблем своего государства. И вот, получается, с помощью таких реформ Горбачев пытался как-то изменить то, что происходило внутри страны. И на фоне всего этого, конечно же, играла свою роль и внешняя политика. То есть, получается, во внешней политике также было и очень тоже большие проблемы. То есть именно в это время как раз-таки начинается очень новый виток гонки вооружения, который довел практически Советский Союз до полнейшего, скажем, экономического истощения. И, в общем, получается, тогда американцы объявляют новую политику практически своей гонки вооружений, которая будет позже называться «Звездные войны», то есть программа «Звездных войн». То есть, получается, согласно этой программе, американцы планировали разместить на орбите Земли большое количество спутников с ядерной накачкой, чтобы сбивать с помощью лазерных установок советские ракеты. И, в общем, конечно же, это неизбежно привело бы к тому, что баланс сил бы нарушился, и Советскому Союзу тоже пришлось сделать что-то в ответ. И именно как раз-таки Советский Союз из-за этого начинает свою гонку вооружений на износ, разрабатываются активно программы по использованию лазерного оружия. То есть практически тогда
происходят те самые известные проекты «Рубин», о таких больших лазерных установках, как раз-таки, опять же, противоракетных. Ну, в общем, получается, это, конечно же, требовало гигантских денежных вложений, и советская экономика, к тому времени очень сильно ослабшая, еще в брежневское время, с этим, конечно же, не справлялась. Но, конечно же, продолжая вообще рассказывать про политику гласности, стоит еще утянуть то, что вообще политика гласности тоже имела свои пределы. И вот можно, в качестве этого можно сказать то, что, например, ту Чернобыльскую аварию, очень большую аварию, тоже пытались в свое время скрыть. Ну и вот получается, таким образом и происходило практически половина Горбачевского правления. И, в общем, получается, мы уже подходим к тому, что Советский Союз начинает уже изживать, можно сказать, свое. И, в общем, это неизбежно приводит к тому, что в 90-е годы, в 1990 году устраиваются первые президентские выборы в Советском Союзе. И вот, получается, таким образом, первым президентом Советского Союза становится Горбачев. И вот, получается, спустя практически буквально год после этого начинаются очень большие такие кризисные события на территории Советского Союза, и уже начинается отсчет развала Советского Союза. Ну, можно сказать, таким образом, конечно же, происходит уже августовское событие 91 года и уже, получается, последние дни Советского Союза. Тут уже можно посмотреть вообще, что тогда происходило в Советском Союзе. То есть практически первым президентом РСФСР, то есть современной России, становится Ельцин. И вот, получается, таким образом Ельцин, будучи практически бывшим мэром, что ли, Москвы, становится очень влиятельной фигурой в России тех лет. И вот, получается, таким образом, практически с подачи Ельцина начинается процесс, скажем, распада Советского Союза. То есть были подписаны договоры на Беловежской пуще, и таким образом три страны, Украинская ССР, Белорусская ССР и РСФСР, они, как страны-основательницы Советского Союза, они уже заявляют о полном распаде Советского Союза на уже независимые страны. И таким образом Советский Союз прекращает свое существование.